полностью, но вот свеклы будет меньше. Так что любителям винегретов и борщей придется немного затянуть пояса. Мы продолжаем программу, и сегодня мы вновь возвращаемся к горячо любимой нами и нашими зрителями дорожной теме. Давненько мы не обсуждали ее, хотя уже поднакопилось достаточно новых и интересных решений проблемы, например, казанских пробок. Подходы отличаются друг от друга кардинальным образом, и тем интереснее обсудить каждый детально. Сегодня мы обратимся к проекту, который имеет своих сторонников, равно как и имеет непримиримых противников, поскольку идея весьма смелая. Автор этого проекта Назир Киреев, известный как советник премьер-министра Татарстана. Однако это совсем не значит, что его проект носит некий государственный статус. В данном случае автор проекта выступает как частное лицо. Итак, к сути. Проблема пробок в Казани, возможно, стала менее насущной после универсиады, но, во-первых, пробки случаются часто, а во-вторых, то ли еще будет. Готовь сани, как говорится, летом. Назир Киреев предлагает решить проблему загруженности дорог автотранспортом путем строительства высокоскоростных трасс, связывающих районы города. Эти трассы не имеют перекрестков. Проще говоря, это хайвеи. Ассоциация с этим словом у нас известная. Мы представляем себе вот что-то подобное. Это такие воздушные, неназемные конструкции, которые стоят баснословных денег. Однако автор проекта предлагает строить наземные трассы и считает, что места для этого достаточно. Вот схема скоростных трасс. Вот, например, варианты решения выездов из города. Например, от Северного вокзала, минуя загруженные улицы Московского и Кировского районов, с выходом к Волге и далее на трассу М7. Или, например, северный выезд от Дворца единоборств через Казань-арену, минуя Дербышки, вот здесь Дербышки, и снова к выходам на трассу М7. А вот эта трасса зеленая, это практически главный хайвей столицы. Он связывает Кировский и Приволжский районы города. Автор уверяет, что из одного конца в другой можно будет добраться за 15 минут. Ну вот давайте посмотрим, как примерно может выглядеть эта трасса. Мы начинаем свой путь от Казанки, далее вот здесь мы пересекаем Ленинскую дамбу и далее продвигаемся почти по набережной вплоть до Татнефть-арены. Снова здесь пересекаем Казанку и вот практически мы уже находимся в районе Азина. Трасса, как вы видите, без светофоров, но предусмотрено несколько съездов с нее. Проспект Победы у нас сейчас слева, мы минуем вот это минуем Мегу, и далее уже практически приближаемся к конечной точке нашего маршрута. Здесь, в самом конце, метро Проспект Победы. Итак, мы безостановочно, со скоростью практически метро, добрались из одного района в другой. Если мы вернемся к схеме, то мы увидим, что здесь есть и другой вариант. Это трасса вдоль Волги, мимо речного вокзала, мимо речного порта и вновь в Приволжский район. Вроде бы все правильно. Мы разгружаем улицы как минимум от транзитного транспорта, и мы связываем районы города. Но у этого проекта масса противников и весомых аргументов против подобного строительства. Почему? И что думает сам автор об этом? Выяснял Сергей Темляков. У бизнеса существуют свои проблемы. Сегодня трейлеры не могут заехать в город Казань днем, а работать надо. Сегодня продукция, произведенная в одном районе, из-за трудностей по доставке ее не поставляется в другие дальние районы. С строительством этих хайвеев они могут без проблем в течение получаса заехав в Казань, доезжать до любого района. Назир Киреев уверен, если не построить хайвей сейчас, то получится как в Токио. Он приводит следующие аргументы. В Токио есть метро, хорошие дороги, городское железнодорожное кольцо. Но они были вынуждены начать строительство хайвеев. А так как все земли застроены, хайвеи вынуждены прокладывать над другими строениями, зачастую на уровне 8-х этажей домов. Александр Дембич, заведующий кафедрой градостроительства архитектурно-строительного университета, рассказал нам, что в 70-е годы в Казани была попытка построить хайвей. Под скоростную трассу даже готовили коридоры. Хайвей должен был пройти там, где сейчас проспект Универсиады. По мнению заслуженного архитектора Татарстана, этого не случилось тогда, не надо и сейчас. В 50-е годы была попытка
фривеи и хайвеи строить прямо в городах. И кое-где построено. Но попытка кончилась тем, что все их потом стали разбирать, взрывать, убирать, потому что на самом деле это как бы была попытка решить проблему транспортных заторов, создавая максимально лучшие условия для автомобилей индивидуальных, личных. А на самом деле тупиковый путь. Правильный путь – использовать в городе общественный пассажирский транспорт, а машины используют только для дальних поездок. Вот поэтому фривеи и хайвеи нужны за городом, а в городе нужна двуконтурная сеть. Рецепт от пробок, по мнению Александра Дембича, это развитие обширной сети маленьких улиц и изменение менталитета горожан, которые не слишком жалуют общественный транспорт. Улично-дорожная сеть в Казани сейчас от городской территории занимает лишь 8%, а в других городах 25%. Там она плотнее, поэтому и нет заторов. Александр Дембич считает, что лет через 10 и в Казани так будет. Ни один хайвей в Токио не разобран, более того, их продолжают строить. Сеть хайвеев в Токио развивается. И не только в Токио. Она развивается и в городах Соединенных Штатов Америки, в Йоханнесбурге, где я был. Казани все равно придется начать строить хайвеи. Только усилиями по упорядочению движения, по новой разметке проблему транспортного сообщения в Казани никак не решить. И чтобы избежать тех затрат, которые делаются в Токио и в Москве, хайвеи сегодня можно проложить по пустующим землям. Хайвей, он как раз-таки не разгружает, он загружает соседние дороги, с которых люди либо пытаются попасть на этот хайвей, либо наоборот, рано или поздно они съезжают с хайвея на старую улицу Казани, на узкую улицу, и там-то образуется пробка. То есть классический пример, например, это улица Сахарова и Фучика, на которой появились пробки после того, как построили развязки на проспекте Победы. Единственным способом решить транспортную проблему является развитие общественного транспорта. Плюс, естественно, нужно развивать так называемые немоторизированные средства, это в частности велосипеды. Общественный транспорт развивать нужно, но предлагаемая схема позволит впервые в России решить по-современному внутреннее сообщение в Казани. Загазованность снизится, потому что на хайвеях расход топлива у транспорта кратно меньше, чем при стоянии в заторах. От транзитного транспорта освободятся сразу улицы сегодня, существующие в Вахитовском, Советском, Новосавиновском, Кировском, Московском и авиастроительном районах. Без заезда в эти районы можно будет заехать сразу к переправам на реке Волга. На мой взгляд, тема необсуждаемая. Скоростные дороги нужны. Вопрос, как делать, как говорил великий, я считаю, политик Черномырдин, хотели как лучше, получается как всегда. На мой взгляд, надо очень взвешенно подходить к тому, где эти магистрали должны проходить и в каком виде. Минусы проекта то, что в основном магистраль проходит и по набережной или рядом, или по набережной Волги, и по набережной Казанки. Здесь вопрос, конечно, неоднозначный, есть два подхода. Один подход: нам набережные не нужны, и люди могут купаться где-то в другом месте, или в другом государстве, или там в Крыму, да, или еще где-то. Другой вопрос: если уж Бог дал Казани две реки, то, на мой взгляд, очень неразумно не использовать два этих колоссальных плюса в развитии инфраструктуры города-миллионника. Хотел бы сразу ответить защитникам набережной. Сама набережная остается в неизменном виде, и ее можно развивать как угодно. Трассу предлагается проложить параллельно ей, но западнее. Я боюсь чего, что вот такие предложения, которые от души идут, они могут лечь в основу какой-то программы, государственной, республиканской, муниципальной программы. Это вот, я считаю, убийственным будет это. Это не актуально из-за того, что это нереалистично. А если реализовать вот ту схему, которая вот предложена Киреевым, ее ни в коем случае нельзя реализовать. Это будут бешеные деньги и не дадут никакого эффекта. Эффект дадут вещи, о которых он говорит в тексте, что это нужно пронизывать диаметром и хордами наиболее загруженные участки
центра, к примеру. Он говорит в своем тексте, да, что мы можем, невзирая на улицы, над дорогами в центре Казани, пересечь их и, не беспокоя перекрестки, светофоры, достичь там, допустим, одного района по диаметру в другой район. На самом деле это не так. Вот его схема. Он не пересекает загруженные участки. Он идет практически по существующим улицам. А вот вам генеральный план. Вот это кольцо. Он дублирует кольцо. Разумеется, если будет найден лучший вариант прохождения хайвея, то кто будет возражать против этого? Я только хочу сказать, что моя схема, она оставляет все существующие в городе улицы, дороги без изменений. Вот тем она и, мне кажется, привлекательна. Удастся ли Назиру Кирееву отстоять свой проект, бюджет которого сопоставим с бюджетом метро? Подождем, увидим. Сейчас проект находится на рассмотрении в Министерстве транспорта и в мэрии Казани. Сергей Темляков, Роман Безменов, Хамид Шамсеев. 7 дней. Итак, как видите, мы имеем столкновение не просто двух различных точек зрения, а двух различных подходов к решению транспортных проблем города. Очередное масштабное дорожное строительство. Это необходимость или это излишество? Сколько людей, столько мнений. Мы не будем сегодня ввязываться в этот спор. Любой проект достоин обсуждения, что мы и сделали сегодня. Чем больше их будет, тем лучше. Цель у всех одна, благая. Кто ближе к истине, время покажет. Подключайтесь к дискуссии, чтобы мы могли вернуться к этой теме.